Мы с вами регулярно встречаемся в интернете, дружим в интернете, а сегодня мы с вами обсудим вопрос, что у нас с вами могут украсть в интернете. И поможет нам разобраться в этом Влад Ткачев, IT-директор консалтинговой фирмы Бейкер Тилли. Здравствуйте, Влад. Добрый день, Наталья. Только я не IT-директор, я директор по IT-аудиту. Ну, ничего страшного. Извините, директор по IT-аудиту. Да, все верно. Влад, что у нас могут украсть в интернете? Да, абсолютно все, что вы размещаете в интернете. При этом даже не сколько вы размещаете, а сколько размещают те компании, которым вы доверили сбор данных о вас. Если, предположим, завтра Министерство образования, либо другое министерство опубликуют, либо сделают доступным в онлайне какие-то сведения об учениках, об их оценках, электронный дневник инициативы, что-то еще, то эта информация рано или поздно может стать достоянием общественности, причем без согласия тех людей, которые дали эту информацию, позволили собрать Министерству образования. То есть вся информация, которая есть в интернете, потенциально доступна неограниченному количеству людей. Что-то из этого открытое, мы можем найти через Google, Яндекс и все остальное. Что-то находится в таких вот закрытых базах. Это так называемый Deep Web, то есть такой глубинный интернет, когда получить доступ к какой-то информации, нужно быть членом этого сообщества, профессиональное сообщество, либо, как мы говорим, школьники, учителя, родители. Это, условно говоря, закрытое сообщество, то есть по логину, паролю можно попасть на портал школы и посмотреть оценки ученика, его посещаемость и другие сведения. Но так как это находится в онлайне и доступ к нему потенциально не ограничивается ничем, то есть человек может из любой точки мира получить доступ к этой информации, мы можем предположить, что с какой-то долей вероятности любой желающий рано или поздно получит доступ к этой информации по любой причине. Самая частая причина – забытый пароль. То есть пароль, который родитель где-то опубликовал, его может злоумышленник использовать уже для доступа к этой самой чувствительной, секретной, закрытой информации. Зачем родитель будет публиковать такой пароль? Ой, вы не знаете, сколько случаев происходит. Может, родитель и не опубликовал, но, признаемся честно, у большинства пользователей в интернете один пароль на все случаи жизни. Самый любимый, самый сложный, но он его использует абсолютно везде и всегда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это самый худший вариант развития событий, но тем не менее, большинство паролей у пользователей реально одинаковые. То есть люди привыкли, он придумал себе какой-то хороший, потом криптостойкий, возможно, взломостойкий пароль, его тяжело взломать, невозможно подобрать, но он один. И что же происходит у нас на самом деле в мире? То есть сейчас на текущий момент база паролей, которые когда-либо были придуманы пользователями, существует, она опубликована и содержит в себе порядка миллиарда учетных записей, логин, пароль, телефон, пароль, e-mail и пароль. И не мы в этом виноваты. На самом деле все началось давным-давно, но было фитнес-приложение. Человек занимается спортом, скачал себе фитнес-приложение на телефон, часы у него, либо что-то еще, какой-то фитнес-трекер. Бегает, атлетикой занимается, плавает, неважно что, оно считает калории, километры, расстояние, все остальное. И в этом приложении, для того, чтобы зарегистрироваться он использовал тот свой самый любимый пароль, который он использует и на Фейсбуке, и на портале школы, и на госуслугах, вообще где угодно. Но он сложный пароль. Но поставщик этого фитнес-приложения, он был взломан. И его база пользователей попала в руки злоумышленников. А потом она продавалась в Даркнете, в Торе так называемом, и стала достоянием общественности. Сейчас большинство исследователей безопасности при необходимости узнать пароль человека, они в первую очередь смотрят по этим самым спискам, утекшим миллиард записей. То есть представьте, примерно 500 миллиарда человек, потому что записи наверняка повторяются, свои пароли уже опубликовали, они уже известны всем. При необходимости всегда можно найти, возможно, там есть и ваш пароль, я не знаю, не проверял, но тем не менее такая возможность существует. И эта база, что самое страшное, она пополняется чуть ли не ежедневно, потому что множество мелких сервисов, не знаю, сайт пиццерии какой-нибудь, сайт парикмахерской, что-то такое мелкое, их постоянно взламывают, и все равно это попадает в Даркнет, и потом люди собирают все это в одну кучу, и есть единая база всех когда-либо слитых, придуманных людьми паролей. То есть это не миф, что сложный пароль и простой пароль, что нужно придумать сложный пароль? Да, конечно, обязательно. Что сложный пароль действительно сложнее взломать? Сейчас, раньше как была ситуация, то есть есть такой термин специальный, brute force, перебор Они пароля. же не будут сидеть и перебирать вручную. Вручную никто этим не занимается. Есть специальные приложения, которые этим занимаются успешно. Но благодаря тенденциям в сфере информационной безопасности,
сейчас вы практически не в состоянии подобрать чужой пароль. Почему? Ну, потому что Google, Facebook, ВК, да кто угодно, любой сервис запрещает вам перебирать больше, чем 3, либо там 5 значений подряд. Вы раз, два, три попробовали, он вам говорит, ну извините. То есть что-то пошло не так, либо подтвердить свою идентичность через почту, через телефон, либо мы вас блокируем там, на полчаса, на час. Потом вы свои попытки продолжите вспомнить пароль, ну, предположим. То есть сейчас перебрать там 1000, 10 тысяч значений, ну, почти нереально. Но если говорить про какое-то настольное устройство, ну, имеется в виду компьютер, ну, там, конечно, никто ничем не ограничен. Там перевод значений до сих пор имеет свое значение. Но, как правило, люди все равно, ну, да, подбор пароля – это немножко уже устаревшая методика. Но предположение пароля – это актуальная методика. То есть, как предположить пароль? Если вы есть в той самой базе, там есть ваш пароль, который вы уже давным-давно поменяли, он нигде больше не используется. Но пароль содержит способ вашего мышления. Как вы придумали этот пароль? То есть, какие ассоциации вы используете для того, чтобы этот пароль создать. И исходя из этого уже можно предположить, каким может быть ваш следующий пароль. Потому что ваш паттерн мышления, он почти не изменился. Он, скорее всего, не изменился. То есть, пароль изменился, сами буковки, но паттерн, как вы его придумали, то есть это может быть имя собаки и год рождения, это может быть что-то еще и еще какая-то цифра. Если человек догадается, каким паттерном вы пользуетесь для создания пароля, то он может предположить ваш следующий пароль, и там их будет вариантов уже не миллионы, как это бывает, а вменяемое количество 10-20 предположительных паролей, которые вы могли бы использовать. То есть вот этот вот эпизод в фильме «Шерлок», где он подбирал пароль, вот он так сидел, смотрел и думал, что он мог, и как раз и догадывается. Ну, притянуто за уши, но близко к этому, близко к этому. Нельзя просто посмотреть на объекты и придумать пароль, потому что нужно понимать... Не, ну это же Шерлок Холмс. Ну да, согласен. Он супергерой, у него немножко другие способности, это да. Влад, смотрите, год назад мы с вами говорили об информационной безопасности и делали даже эфир. Вообще вот как меняются тенденции как в ошибках, так и в защите нас с точки зрения информационной безопасности, поведения в интернете? Ну, в прошлый раз мы говорили про государственные органы в основном, и немножко затрагивали частные организации. И вот за прошедший год, ну, ничего не изменилось. Есть инициатива, которая еще пока не получила своего подтверждения, цифровой кодекс. Вы недавно с Татумом Биталиевой обсуждали. Вот как бы мы ждем, когда это появится, потому что это на самом деле, ну, мы считаем это прям начало большого пути. Если этот кодекс будет принят в том виде, в котором я его видел, и не будет там существенных изменений от наших депутатов, то, в принципе, документ реально может сильно изменить всю нашу вот эту экосистему, связанную с защитой данных и вообще со всем, что с этим связано. Ну, пока ничего не поменялось. То есть, как не было ответственности за нарушение требований информационной безопасности, так их и нет. Те нормы, которые у нас появились в новом Уголовном кодексе 2021 года и в Кодексе правонарушения, ну, как бы да, но они не исполняются. То есть, следственные органы не тренированы, они не знают, что с этим делать. Сами потенциальные жертвы, ну, то есть мы с вами, граждане, мы даже не знаем, что нас могут защищать какие-то еще дополнительные нормы в Уголовном кодексе. Мы не предполагаем. Руководители организаций, которые, по идее, обязаны защищать наши с вами данные, как будто они тоже ничем не руководствуются, у них нет ответственности, к ним никто никогда не придет с организаций, которые на Надеждинке находятся, либо из любого РОВД, ну потому что, ну вот такой у нас подход. Данные где-то там по остаточному принципу есть какое-то понимание, что мы должны их защищать, но это никак не защищается. У частных организаций чуть-чуть другая ситуация, мы с вами в прошлый раз про это тоже говорили, но я повторюсь. У них данные – это актив. Это один из активов, которым им позволяет зарабатывать деньги. То есть как финансовые активы, как здания, сооружения, автомобили, станки и все остальное. Информация – это такой же актив, которым нужно правильно управлять, нужно правильно оценивать риски, потому что на кону стоит, если не целиком бизнес, то репутация. А репутация в частном секторе очень важна. Никто не будет работать с компанией, которая допускает утечки данных, особенно если это крупная компания. С государственными органами, мы тоже про это говорили, у них нет репутации. Какая бы плохая организация ни была, каким бы плохим ни было бы то или иное министерство, мы все равно вынуждены работать с этим министерством, пользоваться именно этими услугами, которые нам оказывают. Потому что невозможно создать конкуренцию среди министерств. Нельзя создать частные министерства, хотя, возможно, в этом есть какой-то смысл. Да. И у ГОСов нету ответственности, нету репутации, нету ничего, чтобы их обязывало как-то по-серьезному относиться к этому. Они это делают только потому, что там, возможно,
в том или ином государственном органе есть специалист, который понимает важность информационной безопасности, и он в рамках исполнения своих обязанностей пытается что-то в этом месте изменить, что-то улучшить. Но у него нет ресурсов, у него нет средств, у него ограниченный бюджет, и, соответственно, у него мало что может получиться прям хорошо. Поэтому он более-менее, ну хотя бы на уровне, мы говорили про пароли, хотя бы на уровне пароля он может что-то там улучшить, что-то сделать более безопасным, чем это было до его появления. И это, собственно говоря, вот все, на этом все останавливается. То есть нет ответственности, поэтому государство не заинтересовано в том, чтобы что-то делать с обеспечением информационной безопасности. И что делать нам, вот потенциальным жертвам в такой ситуации? Нам только молиться остается, понимаете, и просить пощады, чтобы ничего не произошло на самом деле. Ну, потому что мы реально зависим от всех государственных органов, мы уже им эти данные отдали, они уже о них эти данные собрали, они уже ими распоряжаются. Ладно, есть какие-то ключевые ведомства, типа ГРС, Инфокома, там объективно хорошо, то есть информационная безопасность там на хорошем уровне, в пример, так скажем, многим частным организациям. Но они просто как первичный орган, они их собирают. Но эти данные они обязаны передавать по месту требования. Любое министерство, любой государственный орган может у них запрашивать своды по гражданам, ну, потому что им нужно там какой-нибудь МСУ для того, чтобы подбить списки. Не ставя меня в известность. Да. То есть я даже не буду знать. Да. Сейчас у них есть модуль, ГРС разрабатывали, Инфоком, извините, разрабатывали обращение к вашим персональным данным, но он не охватывает запрос от силовых структур, то есть они могут получать эти данные без вашего ведома. Если вы пользуетесь приложением Twinduke, именно веб-версии, которая вот через компьютер, там можно увидеть, кто когда к вашим данным обращался. Учет, я проверял, ведется довольно-таки корректно. То есть, когда я обращался в ЦОН по своим делам, я видел, что да, запрос от этого оператора обработался, и было видно в его списке, что они запросили сведения там, о моем месте проживания, там что-то еще, что-то еще. Ну, как бы, то есть, ну, нормально. Но если этот запрос сделает прокуратура, либо МВД, либо ГКНБ, ну, скорее всего, такие записи не останется, и мы даже не узнаем, что кто-то нами интересовался. Помимо этого, это мы говорим про нормативные запросы, то есть, когда это все происходит, условно говоря, проторенная дорожка в рамках регламентных работ взаимодействия между двумя государственными органами. Но если это частая инициатива какого-то специалиста, у которого по служебной необходимости есть доступ к этим данным, вот совершенно не факт, что эти данные будут записаны о том, что кто-то ваши данные просматривал. Здесь я говорю еще, пока нужно работать, потому что, опять же, нет требований. Тот самый реестр действий, связанных с вашими персональными данными, это инициатива Инфокома. Они не обязаны это делать. И даже если он будет работать некорректно, они скажут, ну мы же не обязаны. Не написано нигде, как оно должно работать на самом деле. И, соответственно, любая имплементация именно этого процесса контроля доступа к нашим сведениям, она будет допустимой. Ну, потому что нет правил, нет норм, нет какого-то регламента, который бы обязывал вести учет всех действий, либо каких-то конкретных действий. И мы с вами должны знать об этом, то есть какие действия должны записываться, какие не обязательно записываются. То есть, ну, этого, к сожалению, нет. То есть это, если есть какая-то регламентная документация в отношении этого процесса, ну, где-то там является внутриведомственной, не опубликована. То есть это не нормативный документ. Смотрите, Влад, ну хорошо, какие-то там свои данные мы уже отдали, биометрические данные мы сдали. Ну вот давайте, чтобы уже не множить боль, что мы не должны сообщать никаким структурам, ни частным, ни государственным, если они у нас запрашивают. Вопрос сложный. На самом деле, нужно чуть-чуть, наверное, его переформулировать. Вообще никакие данные о себе вы никому не обязаны сообщать. Все, на этом точка. То есть любые сведения о вас являются вашей собственностью, только вы ими распоряжаетесь. Вы можете по своему желанию сообщить какие-то сведения, но для конкретных целей, ну, для оказания услуги, какой бы то ни было. То есть, школа хороший пример. В процессе обучения ребенка школа обязана оперировать этими данными. Она должна знать, как зовут ребенка, как зовут его родителей, где они живут, какие у них контакты на случай какой-то вот emergency situation, ну, какого-то несчастного случая, чтобы там не произошло, чтобы оперативно связаться и решить эти вопросы. После окончания оказания вот этой самой образовательной услуги, школьник закончил школу, получил аттестат, его сведения должны быть удалены либо обезличены. То есть вот это та самая точка, которая у нас не соблюдается. У нас все данные собираются раз и навечно. Навсегда эти данные где-то хранятся, пылятся, непонятно, кто к ним имеет доступ. Демографически есть такая статистика, что все данные о гражданах там, любого региона, они устаревают со скоростью примерно 5% в год. То есть через 10 лет любой собранный массив данных в любом ведомстве, он все равно будет актуален на 50%.
50% актуальных данных, то есть люди не умерли, до сих пор имеют те же самые места проживания, такие же контакты, их также зовут, ничего с ними не произошло как бы. И вот 10 лет как бы 50% актуальности информации, и мы не знаем, где эта информация хранится, потому что туда еще собиралась давно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, то есть получается, предоставлять любые данные можно. И зависит от того, какая услуга вам оказывается, то есть для какой цели они собираются. Это вы сами решаете, хотите вы их предоставлять, эти данные третьей организации, либо не хотите. Но второй момент, вот, который вы должны были задать, на какой период вы эти данные предоставляете. То есть смысл именно в том, вы предоставляете почти любой свод информации о себе на конкретный период, на период оказания услуги, либо чего-то еще. То есть для достижения той цели, ради которой вы эти данные, собственно говоря, предоставили. И вот дальше наступает тот самый вот момент, который хорошо работает в Европе, у нас еще пока не начал Право работать. на забвение? Ну, не то чтобы на забвение, но близко к этому. То есть после оказания услуги данные должны быть удалены. Даже если держатель этих самых данных говорит вам, что да, я их удалю, как мы это проверим? Никак. То есть это его личная какая-то внутренняя кухня, он может удалить, а может не удалить. Он может не удалить, а сказать вам, что удалил. Нам проверить невозможно на текущий момент. Ну, за рубежом, и у нас сейчас, это говорю, у нас сейчас помимо цифрового кодекса также разрабатывается новый проект закона о защите персональных данных. Он полностью отменяет старый закон, если его примут опять же. И вот там-то как раз-таки эти нормы уже будут прописаны, ну, как я надеюсь, потому что я видел проект, который еще не прошел через депутатов. Непонятно, как депутаты его изменят, и тот проект, который в итоге подпишет президент, ну вот мы ожидаем, что сильных изменений не будет. И вот там-то эти нормы все должны заработать, но этого тоже мало. У нас же, как обычно, строгость кыргызских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Какой бы хороший ни был бы закон, все равно его можно игнорировать, если за это ничего не будет. И, естественно, все будут этим пользоваться, потому что должна быть еще ответственность. И должен быть этот самый кнут в лице агентства по защите персональных данных, которые периодически будут перепроверять те самые требования, которые вот эти ведомства, которые наши данные собирают, должны нести перед нами. Что они обязаны собирать и удалять, что они обязаны использовать эти данные только для целей, именно тех целей, которые вот они заявили при сборе этих самых данных. И тогда мы заживем уже в новом мире. Но процесс, понимаете, не быстрый. Я даже не представляю, как вот этой там девушке на регистратуре, мы сейчас даже не о медицинской, я говорю, и вот я задаю ей такой вопрос и говорю, и я хочу узнать, чтобы мои данные были удалены. Я представляю ее выражение лица, потому что забивать-то мои данные ее, может быть-то и научили с грехом пополам. Ну, здесь процесс чуть по-другому должен быть построен. С кем вы общаетесь, эта девочка на ресепшене, так называемый фронт-офис, ее работа только вот принимать данные, забивать данные. Дальше данные попадают в какую-то информационную систему. Но я надеюсь, что в той организации, про которую мы с вами говорим, гипотетическая организация, эта система есть. И вот там-то эти данные уже в виде, собственно говоря, базы данных, будучи собранными, за ними надзор осуществляет совершенно другое лицо. Так называемый офицер по защите персональных данных. Это специальная должность, которая предписана в новом законе, которая должна быть во всех организациях, которые оперируют данными больше, чем 10 тысяч единиц. 10 тысяч записей у граждан Кыргызской республики собрали, все, будьте добры, наймите специалиста по защите персональных данных, который будет осуществлять контроль, надзор и вообще управление вот этим самым режимом обеспечения наших с вами прав. Есть разница между офицером по информационной безопасности и офицером по защите персональных данных. Офицер по информационной безопасности, он как бы играет на стороне руководства. Его задача защитить данные компании от внешних, даже от внутренних угроз. От всех? От всех. И от сотрудников, и от клиентов, и от хакеров, вообще от всех. У офицера по защите персональных данных вообще другая роль. Его задача защитить наши с вами данные от компаний, от этой самой организации, которая она их собрала, с тем, чтобы эта организация, преследуя свои государственные, административные, либо коммерческие интересы, наши с вами права не нарушала. То есть это за счет вот этой организации? Такой... Да, за счет этой организации. Есть небольшой конфликт, потому что он подчиняется председателю, там, директору, неважно, там, министру, кому-то еще, и по идее он обязан выполнять его распоряжение, требования. Но над ним еще стоит вот этот самый закон, который, по идее, должен защищать права вот этих самых офицеров, которые, вот, будучи подчиненными, тем не менее, должны давать отпор этим организациям, когда они собираются нарушать наши с вами права.
И вот, продолжая ответ на вопрос, когда вот эта девочка вбила, все это попало туда, в бэк-часть уже, в бэк-офис так называемый, и там процесс удаления уже должен, по идее, инициировать этот самый офицер. То есть наступает срок истечения вашего договора, либо вот достижения той самой цели, ради которой данные были собраны, и в этот момент запускается отдельный процесс по обезличиванию, либо по удалению этих самых данных, безвозвратному удалению из этой системы. И когда вы придете к этой девочке и спросите, что с вашими данными, максимум, что она может вам сказать, в этом системе высветится, ваши данные были удалены 15 числа такого-то года. Все. То есть эти данные она увидит. А из интернета можно удалить что-то безвозвратно? Нет. Это абсолютно исключено. Вот это важно, почему ко мне очень часто приходят люди, которые там, просят какую-то старую новость удалить, что-то. Я пытаюсь им объяснить, что интернет так не работает, что удаление, что дело даже, вот сейчас я не говорю о том, что мы так не работаем, что это не наши методы, что интернет так не работает. Вот вы как, они мне не верят, вот вы как специалист, возможно ли удалить так, чтобы не осталось цифрового следа? Невозможно. То есть на самом деле вся информация, которая попадает в публичное пространство, в интернет, она все равно моментально становится скопирована еще дополнительными ресурсами. То есть весь интернет постоянно сканится, его обходят различные роботы, так называемые краулеры, которые просматривают содержание страниц с разными целями. То есть тот же самый Google, он ищет какие-то элементы контента для того, чтобы потом сохранить в своей базе, уже не в вашей, а в своей базе, с тем, чтобы потом предлагать это пользователям при поиске. Другие с целью поиска информации о том, что происходит. То есть многие исследовательские организации, про Трампа вы же знаете, вот эта ситуация, когда Cambridge Analytica, компания называлась, они прямо изучали поведение избирателей в тех или иных штатах, используя доступную информацию. Как это происходило изучение? Они же не открывали Facebook и смотрели, что там происходит. Нет, они скопировали весь Facebook к себе, а также Twitter и все остальное. И потом, уже собрав этот массив данных, исходя из их потребностей, они уже над ним проводили какую-то аналитику. Удалили они эти данные? Откуда мы знаем? Есть вариант того, что, скорее всего, сохранили. Но это только, так скажем, самая верхушка айсберга, Cambridge Analytica, про которую все знают, потому что был скандал. А сколько таких компаний, которые собирают сведения из интернета для своих каких-то непонятных либо понятных целей, мы даже представить себе не можем. Потому что это открытая площадка, открытое пространство, и каждый волен делать все, что угодно. Это открытая информация, соответственно, любой в состоянии ее скопировать к себе и хранить неограниченное количество времени. Вот только поэтому есть даже такой эффект Барбары Стрейзанд. Знаете? Про Барбару Стрейзанд знаю, про эффект нет. Это отдельный феномен, именно интернет-феномен. Сейчас, наверное, даже зрителям станет сразу понятнее, почему ничего нельзя удалить из интернета. На каком-то из концертов Барбары Стрейзанд была сделана фотография, которая представила ее, так скажем, не очень лицеприятно. Человек в движении, прыгает, исполняет. И вот кадр поймали, где она выглядит, не как Барбара Стрейзанд, а гораздо хуже. Эту информацию, естественно, в виде мема разместили в интернете, люди посмеялись и прочее. Но адвокат Барбары Стрейзанд потребовал удалить это изображение из интернета. Вот то, о чем мы говорим. Удалить из интернета. В ответ сообщество со всего мира. Вы не представляете, как быстро стали сплоченными люди, когда их попросили удалить. Они начали умножать количество публикаций с этой фотографией Барбары Стрейзанд просто в геометрической прогрессии. И сейчас, если вы зададите этот вопрос в Гугле либо в Яндексе, вы увидите миллиарды этих самых фотографий, размещенных вообще по всему интернету. То есть это дало абсолютно обратный эффект. Когда просят что-то удалить из интернета, интернет, наоборот, умножает это самое количество информации, которая попала под такое внимание. Так что, да, из интернета удалить вообще ничего невозможно. Можно ли как-то, скажем так, понизить узнаваемость и чтобы не так активно Google выдавал что-то, что я хочу, чтобы было не так активно? Здесь, опять же, алгоритмы сейчас работают как раз-таки по такому принципу, узнаваемость, популярность. То есть, если что-то заинтересовало интернет, либо какую-то группу в интернете, эта информация будет постоянно на поверхности, она будет постоянно ее
и будет тяжело как бы потушить. То есть вот наши скандалы, которые были связаны там, с Матроимом и все остальное, как бы вся информация о них моментально стала достоянием общественности, она опубликовалась и у вас, и на других сайтах. И сейчас найти информацию про этот самый скандал, ну, прям очень легко. Ну, потому что в свое время всколыхнул наше сообщество как бы, в Кыргызстане, и мы быстренько умножили количество информации про одного и того же самого человека, про схемы и там все остальное. То есть таких примеров, ну, один из таких ярких я вспомнил, но их на самом деле очень много. Если человек никому ничем не интересен, либо его деятельность, либо прочее, ну, его, скорее всего, очень мало. Если он начнет привлекать к себе внимание, как это было в случае с Матроимом, либо с кем-то еще, ну, здесь у меня вообще никаких шансов для этого человека, что, возможно, лет через 5, через 10 эта информация окончательно потеряет свою актуальность. Тогда он может надеяться, так скажем, на забвение. Но пока эта, скажем, тема горяча, ни один из алгоритмов никогда не спустит ее вниз, и это будет сделать ну, практически невозможно. Понятно. Я напоминаю, что с нами Влад Ткачев, директор по IT-аудиту консалтинговой фирмы Baker Tilly. Скажите, Влад, вот вы проводите аудиты компании. Как меняется техническая безопасность, IT-безопасность нашей компании? Мы прям видим Растем. эффект, да. То есть, начиная мы еще с 2017 года, тогда прям было ну, все очень печально. То есть, вплоть до того, что в компании не было понятия отдел информационной безопасности. То есть крупная компания, не буду никакие имена называть, тип компании, чем она занимается, 500 сотрудников. У всех компьютеры, ну у большинства, есть, конечно, всякие уборщицы и все остальное, которым компьютеры не нужны, ну вот минимум 400 сотрудников, есть компьютеры, доступ к интернету, электронная почта, документы, какой-то документооборот, основная ERP-система, в которой все это обрабатывается. И все это происходит по старинке, как это было начато, условно говоря, в 90-х годах, ну, утрируя. То есть когда-то была построена эта инфраструктура, и вот компания эту информационную инфраструктуру эксплуатирует, модернизирует, что-то там совершенствует, но при этом информация не управляется, не защищается, потому что нет понимания. И после наших первых, грубо говоря, аудитов, когда мы доказываем руководству, показываем вот эту самую неэффективность этого подхода, руководство начинает задумываться, потому что оно понимает, что мы с вами в самом начале говорили, это актив, который также может привести к убыткам, к ущербу, к потерям, реальным потерям, которые может понести организация через время в результате какого-то даже незначительного инцидента. И он начинает задумываться. И вот проходит время, то есть мы ежегодно перепроверяем, даем же рекомендации, что нужно исправить, и компания прям стремится соответствовать современным, так сказать, называемым best practice, лучшей практике, которая применяется в мире, потому что мы помним, в Кыргызстане требований нету, поэтому мы вынуждены использовать то, что происходит за рубежом, то, что там доказало свою эффективность. И эти best practices, лучшие практики, эффективно внедряются у нас, и с каждым годом ситуация все лучше и лучше. То есть в этом отношении как бы, мы прям видим этот тренд, мы ежегодно ведем сбор статистики по тем компаниям, которые открывают эту информацию, и сравниваем, что происходит примерно вот в регионе, в Центральной Азии. Влад, смотрите, еще вот я вижу такую потенциальную опасность. Мы, поколение, выросшее сформировавшееся в доцифровую эпоху, сейчас воспитываем поколение цифровое. И, естественно, мы переносим вот эти свои страхи. И основной страх у любого родителя – это обеспечение физической безопасности своего ребенка. И нередко в этом стремлении обеспечить физическую безопасность своего ребенка мы забываем о том, что ну да, вот это вот контроль, видеокамеры могут в дальнейшем представлять потенциальную опасность для цифровой защищенности моего ребенка. Вот как родитель, что нужно делать родителю, как правильно воспитывать, как правильно следить именно за цифровой гигиеной своего ребенка? Ну, я прям вижу эту тенденцию, еще даже до физической безопасности. Сейчас многие, ну не многие, какая-то значительная даже часть молодых родителей используют смартфоны и планшеты как способ занять ребенка чем-то. Это прям ужасная ситуация, когда я вижу, что когда ребенок начинает там баловаться либо что-то еще, вот первая же реакция: на, держи. И он там начинает мультики смотреть, что-то там залипать, не знаю, что он там делает, там, может, в игрушки играть. И это прям, ну, меня немножко это прям пугает, что человек становится зависимым от цифрового устройства
самых младших лет, и потом, ну, я не знаю, мы еще не знаем, как вырастет это поколение, которое, там, условно говоря, с 0 годиков постоянно с девайсом, то есть что с ним произойдет через 18 лет, на что он станет похожим, насколько вот эта зависимость отразится на его эффективности как члена социума. Пока не знаем, но судя по тому, что это будет новый опыт, не факт, что он нам понравится, потому что это будут другие люди, которые вырастут совершенно в другой парадигме, и совершенно будет другое восприятие мира, это мы точно знаем. Будет ли это хорошо или плохо, история рассудит, пока не будем про это говорить. Вопрос у вас был сразу про два аспекта, то есть первый — зависимость от гаджетов, и потом же, когда человек перестанет, ну, в смысле, этот молодой ребенок перестанет просто потреблять контент, он начнет его генерировать, то есть участвовать в дискуссиях, оставлять комментарии, фотографироваться, там, видео снимать. Там, ну, мы все знаем, есть вот эта самая категория всяких педофилов и всех остальных, которые вот прям охотятся за детьми. Поэтому все социальные сети сейчас, у них есть декларативный подход, что доступ к их социальной сети 12+, 16+. Ну, все же понимают, ну как они проверят, что это 12+, потому что зарегистрироваться может любой, который уже более-менее умеет регистрировать там почту. А мы понимаем, что дети наверняка уже в 6-8-летнем возрасте в состоянии это сделать очень легко и обойти вот эти любые алгоритмы, нажать кнопочку. Ну, там даже 17-летний догадается, что нужно с этим делать, даже если там написано 16+. Понятно, что это такое декларативное ограничение, и мы видим, что многие законодатели сейчас, ну, в зарубежных странах уже говорят о том, чтобы давайте-ка с регистрацией через родителя, с подтверждением идентичности, а потом доступ ребенка. Но это еще страшнее. То есть мы будем опубликовывать свои семейные связи, давать паспорта, какие-то сведения о себе в изначально анонимном пространстве. То есть интернет задумался как анонимная площадка, сейчас там, ну, я отвлекаюсь. То есть вот это страшно. Нет, это тоже интересно, это тоже важно. Да, ну тогда сейчас до этого доберемся. Да, сейчас до этого доберемся. То есть взаимодействующий, так скажем, не сформировавшийся вот мозг ребенка, как бы он больше подвержен всяким манипуляциям. Он еще не знает, как им противостоять, он не знает, как их распознать. И вот эти самые у нас в Кыргызстане были эти случаи с синим китом связаны. Опять же, там везде подростки, дети завязаны, потому что они не понимают, что происходит. Для них придумывают какую-то очередную псевдоигру, какая-то очередная завлекаловка в этих соцсетях. Дети, не понимая последствий, не отдавая отчет о своих действиях, начинают вовлекаться, и это потом приводит к ужасным последствиям. Я могу рассказать пример, не знаю, будет ли это правильно, но случай был, что вот эти организаторы, так скажем, пусть будет общее название «Синих китов», сделали открытку, как вызвать, как стать феей. Просто открытка красивая, со всякими розовыми пони, в блесках, все остальные дела. И там инструкция пошаговая, что нужно ночью дождаться, когда родители уснут, пойти на кухню, включить газ, ни в коем случае не подносить спичку, оставить газ и ложиться спать. В 3 часа ночи ты станешь феей. Ну вот это же для ребенка же, он смотрит, там розовые пони всякие, феи, не знаю, вот эти самые принцессы и все остальное, а он же не соображает, он просто считает, потому что там написано, что именно в этот день в 3 часа ночи пойдет волшебный газ. И все вы станете феями и проснетесь как бы уже среди розовых облаков. Ну, так оно и произойдет на самом деле. Это ужасно. И этим занимаются какие-то непонятные извращенцы, не знаю, садисты, какие-то вот странные личности, которые вот им нравится манипулировать. Но это интернет, это картинка была адресована не кому-то конкретно, а вообще просто в паблике. И кто угодно может ее прочитать, хорошо, если вовремя заметят и предотвратят. Но контролировать интернет мы тоже знаем. Технически невозможная задача. Что там публикуется, что... Единственный ответ на все это действительно контроль и повышение, опять же, вовлеченности родителей в воспитание своего ребенка. Если родитель отдает планшет, смартфон как средство самозанятости ребенка, ну, у меня прям плохие новости для таких родителей. Это такой же процесс, как вот мы проходили с вами в свое время, когда с нами мамы, папы, бабушки, дедушки сидели, мы с ними читали книжки, рисовали зайчиков, изучали буквы и все остальное, они нами занимались, это был нормальный процесс, и никто не возмущался, времени не хватает, все остальное. Как-то вот находилось на нас время, чтобы мы не занимались всякой чушью. Сейчас этот процесс почему-то стал проще, отдали смартфон и развлекайся. Ну нет же, ну смартфон, конечно, он полезен. В том же планшете можно найти множество образовательного контента. Там же можно читать книжки, изучать буквы, рисовать зайчиков. Все это можно делать без бумаги, как бы вот на экране. Но нужно, чтобы этим направлял именно взрослый, чтобы у ребенка изначально сформировался паттерн, что планшет — это не игрушка, это не мультики, это не развлекуха, а это образовательно-воспитательный инструмент, чтобы он к нему относился именно так. То есть прям хорошее желание, как в свое время мы
кидались книжками, что не хочу больше читать, так же, чтобы и дети кидались планшетами и кричали, что все, надоело, не хочу. Лучше я пойду поиграю. Вот то, к чему нужно стремиться. И теперь о анонимности. Ну, интернет-то изначально таким предполагал быть. То есть ничего там не было, люди использовали никнеймы, не было систем регистрации, не было логинов, паролей, что уже греха таить. У нас здесь был один из первых форумов в Кыргызстане, Дизель-форум, если вы помните. Тоже первое время он был абсолютно анонимным. Там не было регистрации. Любой желающий мог зайти и просто оставить комментарий под любым сообщением, написав какой-то любой ник, вообще любой. Причем даже тот ник, который был перед ним. То есть никто не мог понять, что это два разных человека. Вообще ничего не было, никакой привязки, ни к чему, никакой идентичности. Люди этим пользовались, были смешные ситуации, но интернет тогда был компактным, маленьким, там было очень мало людей. И изначально интернет предназначался, так скажем, не для всех подряд, а только для, скажем так, либо обеспеченных, либо занятых в исследовательской работе. То есть интернет был в крупных компаниях с высокими зарплатами, либо у исследовательских институтов, университетов, все остальное. И вот это была маленькая комьюнити. То есть на момент, там, не знаю, конца 90-х годов, может быть, там, от силы 100 тысяч человек на весь интернет там и было. Как бы. Я не знаю цифру, как бы, так предполагаю. И сайтов там было совсем чуть-чуть. То есть первые веб-сайты в Кыргызстане вышло. Это такое событие было знаменательное. Но тем не менее. Дальше вот это все у нас начало размываться. Интернет стал доступнее, доступ к нему стал дешевле, он появился везде. Раньше ограничение, то есть порог входа в интернет был наличие компьютера, персонального компьютера. Это дорогое удовольствие для конца 90-х, начала 2000-х годов. Дальше больше, первые телефоны дорогие, связь дорогая, потом все дешевле и дешевле. Сейчас у каждого есть смартфон, который стоит, условно говоря, $100, там, китайский. И доступ в интернет, любой оператор предоставляет за какие-то вменяемые деньги, там 200 сом в месяц, как бы можно получить все. Все пороги сняты, остались прям минимальный порог, что условно за $100 и 200 сом в месяц можно быть в интернете. И этим, естественно, мы сейчас видим, во что это превратилось. Огромное количество людей в интернете, огромное количество площадок, контента никак не регулируется, но попытки есть. Вот эта самая анонимность, она вышла боком. То есть, когда люди, изначально вы помните, какой был контингент, высокообразованные, высокооплачиваемые, либо, так скажем, ученые, условно говоря, студенты, ученые, аспиранты. То есть у них не было никаких целей, они не террористы, они не садисты, а у них научно-исследовательские какие-то интересы, какая-то работа, там, обмен сообщениями, передача данных, проведение совместных дискуссий, и там ответвления, где они там немножко забавлялись, всякие там картинки публиковали, истории публиковали, такое, скажем, не рабочее пространство, но оно тоже было интеллектуальным и умным. Порог снизился, туда попали вообще все люди, мы знаем, что у нас, так скажем, пределы приспособляемости популяции человека, очень высокие. То есть у нас есть и дебилы, как бы, вот прям совсем-совсем, и мегаумные. Вот это вот медиана Гаусса, так называемая кривая Гаусса. Что в среднем-то мы все хорошие, но есть у нас отклонения, как очень ужасных людей, так и очень прям замечательных людей. И вот получается, вот эти самые, они же тоже часть нашего сообщества, они тоже начинают реализовывать свои какие-то непонятные побуждения, у них, возможно, есть какие-то отклонения, и вот этот интернет стал наполняться. Как наполняться? Это шок-контент, по сути, это какой-то вот странный, так скажем, контент, который вот в обычной жизни мы его не можем встретить, потому что мы всегда находимся примерно посередине этой самой кривой Гаусса. А там мы, интернет, он же приближает все это, все становится гораздо ближе к нам, и там нам попадаются вот эти единицы контента, созданные людьми, которые находятся по краям этой самой медианы. И, соответственно, очень умный контент мы, может быть, и не поймем, но трэш-контент, он будет хайповать всегда, потому что он необычен для массы. И масса будет им делиться, потому что у них разные эмоции в отношении этого контента. У кого-то отвращение, шок, у кого-то любопытство, интерес, как бы. И все равно нужно этим поделиться, потому что посреди серого всего, что этих розовых пони, внезапно появляется какой-то элемент того, от чего мы пытаемся защититься в интернете. И это будет умножаться. Поэтому во многих странах законодатели решили каким-то образом регулировать. То есть начали, естественно, с порнографии, как это обычно бывает. Запретили садистские эти сцены убийств, насилие, кровь и все остальное. Все к этому идет. Но все равно опыт Российской Федерации, которая прям жестко начала закручивать гайки в этом отношении, он показывает, что даже эти меры абсолютно неуспешны. Они работают именно точечно, то есть там появилась единица контента, они туда пишут и требуют удалить, либо блокируют ресурс. Но мы с вами говорили про эффект Барбары Стрейзанд.
та единица контента, которая была на этом ресурсе, она, скорее всего, не первая и не последняя, точнее, она не последняя. И, соответственно, они удалили только то, что им попалось на глаза. А если этот контент не попался на глаза этому Роскомнадзору, то этот контент будет жить в интернете вечно. То есть с этим бороться невозможно. И вот так и получается, что обратная сторона анонимности, которую раньше использовали, так скажем, во благо, привела к тому, к чему, собственно говоря, привела. Теперь этой анонимностью пользуются всякие деструктивные элементы, террористы, преступники, откровенные извращенцы и прочие люди с отклонениями для удовлетворения своих каких-то вот потребностей. И это вот та часть интернета, в которой мы также находимся, и рано или поздно и ребенок, и все мы столкнемся с этой единицей контента, до которой не добрались, вот, скажем, всевидящее око там, Роскомнадзора, ФБР или кого-то там еще. И от этого отграничиться невозможно. Но есть рецепт, естественно, то есть в любом случае все нормальные площадки, они модерируются, там с этим жестко. Если смотреть, что происходит в мире, самый эффективный подход, на удивление, показала Северная Корея. У них же ведь интернет как такового нету, у них есть внутренний корейский интернет, и при этом доступ в внешний интернет осуществляется по так называемым белым спискам. Это когда разрешено что-то конкретное, а все остальное запрещено. Подход, который у нас здесь в Кыргызстане с этой инициативой по защите детей от контента, в России, он наоборот, подход по черным спискам, когда что-то конкретное в интернете запрещено, а все остальное разрешено. Видите разницу? То есть точечно закрывается Роскомнадзором либо нашим Министерством культуры какие-то, так скажем, деструктивные источники контента, а все остальное открыто, и мы знаем, что в остальной части интернета обязательно что-то еще найдется, потому что ни наше министерство, ни Роскомнадзор, ни ФБР, ни ЦРУ, они не настолько всесильны, чтобы весь интернет контролировать. И вот подход в Северной Корее: запретить вообще все, открыть только, условно говоря, Википедию и все. Вот. И вот этот подход по белым спискам, на самом деле, он уже реализован с точки зрения защиты детей. То есть многие компании, производители программного обеспечения по информационной безопасности, там, Касперские всякие, все остальное, они предлагают так называемый детский интернет. Когда вы, как родитель, предоставляя своему ребенку смартфон, вы его настраиваете с помощью этого программного обеспечения, где прям прописываете, что ребенку можно, на какие сайты он может заходить. Вы это лично контролируете, и ребенок никак не может обойти, потому что не знает вашего логина, пароля. И вы даете ему, так скажем, говоря, добрый смартфон с добрым контентом, где ничего плохого в принципе быть не может. Там будет только образовательный контент, который нужен ребенку для взросления и воспитания. Такой подход, в принципе, мне кажется, на первых порах нас может спасать. Но, опять же, это ответственность каждого родителя, потому что этим государство заниматься не будет. Если начнут для нас решать, что нам можно, что нельзя, это чистой воды цензура. Когда государство там будет сверху решать, что, какой контент они считают для нас вредным, либо не вредным, полезным или не полезным, нет. Давайте я сам решу, какой контент мне нужен. Понятно. Давайте в конце нашего разговора, Влад, мы еще раз проговорим, что не нужно сообщать о себе в публичное, как защитить себя и свои данные в интернете. Вот какие-то такие минимальные, вот как не переходить дорогу на красный свет. Вот. Здесь вот, очень просто. Вот ничего нельзя сообщить о себе в интернете. Вот просто. То есть вся информация, которую вы публикуете прямо сейчас, через год, через 5, через 10 лет, выйдет вам боком. Мы сейчас видим следы этого самого культуры отмены, когда действия, которые человек совершал в 90-х, 80-х годах, внезапно всплывают сейчас в 2023 году, и ему потом с позиции современности пытаются вменить какое-то этическое правонарушение, которое он допустил там в 70-х, условно говоря, годах. Мы не знаем, как будет развиваться общество, но сейчас мы видим эту тенденцию, что все наши слова обращаются против нас, потому что стало доступно хранить эту информацию, которую мы опубликовали там в начале 2000-х годов. Да, это страшно, но на самом деле нужно понимать, что любая информация, кроме, условно говоря, котиков, хотя и котиков могут запретить, сделать культуру отмены, сказать, что теперь это будет там насилие над животными или над иными чувствами, я уже не знаю, куда этот мир перевернется. Поэтому хороший рецепт вообще ограничить свое пребывание в сети, имеется в виду с точки зрения публикации контента. Делиться можно нейтральным контентом, который вам не принадлежит. Это нормально. То есть вы взяли где-то контент со смешной картинкой, который не ваш, перепостили его, чтобы было видно, что это источник вон там, вот, и все. И на этом как бы вот это прям кардинальный подход. Вся информация, любая информация о вас, она может использоваться против вас, и это нужно всегда понимать.
Да, вот если тех, кого не устраивает все-таки такое. Ну, есть Мы же уже привыкли. другой подход. Окей. Чем пользуются мошенниками? Им пользуются актуальной информацией. Вы опубликовали фотографии своего путешествия на Мальдивы. Значит, ваш дом в это время пустой, никто там не живет, и значит, туда можно прийти и вынести все ваши вещи, потому что вы находитесь в отпуске. Вот нужно вот понимать. Причем на Мальдивах, это значит, что дома что-то есть. Да, однозначно, связка-то очень прямая, и мошенники этим тоже пользуются, нужно понимать. Если вы ведете бизнес, если вы не публичное лицо, как вот всякие актеры, ну вот вы публичное лицо, я нет, у меня нету там паблика, нету 1000 подписчиков, там 10 тысяч, как бы, и никому особо это не интересно, но у вас вот есть. Вы вынуждены поддерживать эту самую медийность, вы должны публиковать сведения о своей жизни, и все остальное, это ваш выбор. И это ваше ограничение, то есть вы обязаны вести публичную жизнь, и вы не должны обижаться, если части вашей публичной жизни потом выйдут вам боком. Ну, это понятно. Все звезды с этим сталкиваются и ненавидят папарацци, у них нет точки уединения. Ну, извините, вы либо звезда, либо не звезда, потому что вот этого не дано. Все остальные, ну, просто вот, если мы говорим про Мальдивы, ну, публикуйте фотографии из Мальдивов, когда вы уже вернулись оттуда. И не публикуйте никогда сведения о своем жилище. Фотографии, места размещения, там могут быть виды ценностей и все остальное. Никогда не публикуйте документы, любые документы. Это могут быть проездные билеты, посадочные талоны, паспорта, свидетельства о рождении и все остальное. Старайтесь не публиковать места работы, то есть без привязки. То есть можно вид из окна, как бы, но не более. То есть, ну вот такие вещи, которые открывают детали вашей личности. На самом деле современные мошенники в состоянии из этих небольших обрывков собрать большой полноценный портрет, который потом могут использовать против вас. И ну, с этим нужно вот это самое понимать, что это все-таки публичное пространство. Ну, либо прямо вот сейчас в голову пришло, ограничьте доступ к своей информации только для доверенных людей, то есть для тех друзей, которых вы реально знаете в жизни. Любая социальная сеть на текущий момент предоставляет такую возможность ограничить круг публикаций только тем, кого вы знаете. Для тех 3000, да, с которыми вы дружите в соцсетях. Да, только для них. Уже более-менее, лучше, чем ничего. Прекрасные вообще советы от специалиста по IT-аудиту, что как можно меньше доверять. Да, интернет – это место, где нельзя не доверять никому. Ну, потому что там вы не видите человека, вы не знаете, кто там находится по другую сторону экрана. Даже если это видеозвонок, мы видим, что происходит с дипфейками. Подделать внешность человека и его голос – это реально уже не проблема. То есть сейчас, прям и artificial intelligence, искусственный интеллект, как бы его возможности и доступность для масс, она немножко меня уже пугает. В том смысле, что с этими технологиями представиться другим человеком стало гораздо проще. И это прям бездонное поле, бескрайнее поле для большинства мошенников, которые будут этим пользоваться и уже пользуются. Буквально в этом году случай в британской компании руководитель подразделения, исходя из требований материнской компании, перевел 14 миллионов фунтов стерлингов в какой-то банк в Венгрии. Когда провели расследование, выяснилось дипфейк. То есть война машин? Она не за горами. Ну, собственно, она уже началась. Ну да. Если вы слышите нас, вы и есть сопротивление. Спасибо большое, Влад. Такой у нас получился не самый оптимистичный разговор. Такова реальность. Ну, будем надеяться, что эта информация не будет использована против нас. Да, будем надеяться, хотя я в этом уже не уверен. С нами был Влад Ткачев, директор по IT-аудиту компании Baker Tilly. Он рекомендует как можно меньше сообщать о себе информации в интернете, потому что все, что мы публикуем в открытом пространстве, может быть использовано против нас. Да. Спасибо вам за консультацию. Спасибо вам. До новых встреч.